Арабский историк Ибн Ал-Асир писал: «Удалось этим татарам то, чему подобного не слыхано ни в древнее время, ни в новое. Выступает толпа от пределов Китая, не проходит у них года, как часть ее с этой стороны добирается до земель Армении, а со стороны Хамадана заходит за Ирак. Клянусь Аллахом, я не сомневаюсь, что кто уцелеет после нас по прошествии этой эпохи и увидит описание этого события, тот станет отрицать его и сочтет его за небылицу, и будет правда на его стороне». Монгольскому разгрому подверглась и Волжская Булгария. Владимирский летописец сообщал: «Приидоша татарове на болгарскую землю, и взяша славный великий град болгарский, избиша всех от стара и до юна, и до сущего младенца, и град их сожгоша, и землю всю их поплениша». По мнению исследователей, монголы истребили около 80% населения страны. От такого удара волжские булгары уже не оправились и постепенно сошли с исторической арены. Поэтому факт того, что их потомки ныне называют себя татарами, то есть даже не именем своих губителей, а их прозвищем, нельзя назвать иначе, как злой иронией истории. Она требует объяснения. Как единственное обозначение народа, главное обозначение, слово «татар» применяется вот к средневолжским тюркам, очевидно, не позже, вернее, не раньше конца XIX века, когда татарские просветители, Фахруддин, Марджани и другие разрабатывали концепцию национального развития своего народа. И вот они именно настаивали на применении слова «татар» к своим, так сказать, соотечественникам. Так. Автором этой идеи, как считается, был казанский историк и богослов Шихаб ад-Дин Марджани, предложивший обратить недостаток в преимущество. Коль казанские мусульмане со стороны русских именуются татарами, то надо принять этот факт как данность и извлечь из этой ошибки выгоду. Пользуясь терминологической неразберихой, можно было претендовать на роль наследника Золотой Орды. Кроме того, Марджани предлагал объединить под новым именем целый ряд народностей – казанских мусульман, мишарий, типтярий, башкир и нагайцев. Его дело завершили татарские национал-коммунисты Галимджан Ибрагимов, Мирсаид Султангалиев и другие, сумевшие добиться санкций большевиков на образование татарской АССР. С этого момента и берет свое начало современная татарская нация, в которой кроме казанских мусульман слилась большая часть мишарий и типтярий. Мишари – тюркоязычный этнос, первоначально населявший бассейн реки Оки, так называемый Мещерский край. Вплоть до переписи 1937 года числились самостоятельным народом. Типтяри – полиэтничная этносословная группа арендаторов башкирских земель. По переписи 1926 года учитывались как отдельная национальность. В советское время в исторической науке наблюдался отход от прежних установок. Историография выбрала в целом верную булгарскую теорию происхождения казанских татар. Ведущий историк Татарской АССР Альфред Халиков в своей книге «Происхождение татар по Волжье и Приурале» отстаивал именно эту точку зрения. Однако в постсоветский период маятник качнулся в обратную сторону. О том, как зародился современный исторический дискурс Татарстана, сообщил агентству «Регнум» академик Мирфатих Закиев. Агентство «Регнум». Казанские этнологи провели исследование родословной Ментимира Шаймиева и заявили, что он потомок Чингисхана. Вы верите в это? Закиев. Нет, конечно. Есть люди типа доктора исторических наук Дамира Исхакова, которые любят такие исследования. Кстати, это Исхаков в свое время предложил не упоминать о булгарском происхождении татар. «Давайте, — сказал он, — эту булгарскую теорию не будем пропагандировать. Ведь татары-монголы – великий народ. Они покорили даже русских. Русские их всегда боялись. Пусть теперь нас тоже боятся и уважают». Агентство «Регнум». Извините, но это какой-то детский сад. Закиев. Я согласен с вами, но тем не менее в Татарстане это было взято на вооружение в преподавании истории края. Эта идея стала доминирующей в официальной республиканской историографии.